19 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,37 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,51 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,3798 до 10,25 сомони, 1 евро от 10,5106 до 10,42 сомони, 1 российский рубль от 0,1718 до 0,1745 сомони. Цена на золото во вторник утром остается на уровне около 1710 долларов за тройскую унцию. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг мер мировых центробанков по ставкам на фоне высокой инфляции. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько опускаются после активного роста днем ранее. Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание на прогнозы по поставкам. Нефть марки Brent дошла до уровня 105,85 долларов за баррель, марки ВТИ до 99 долларов за баррель. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир на пресс-конференции 18 июля назвал основные причины простаивающих предприятий. По его словам, по состоянию на 1 июля 2022 года в республике зарегистрировано 2479 промышленных предприятий. Количество простаивающих предприятий, по данным министра, в отчетный период составило 673 единицы, в том числе 583 сезонных предприятия и 77 предприятий, прекративших свою деятельность. В их числе 25 предприятий в Душанбе, 13 в Хатлонской области, 47 в Сагдийской области и 5 в Гбау. Основными же причинами бездействия этих предприятий глава Минпрома назвал нахождение на стадии ликвидации и банкротства. По его словам, большинство из них испытывают финансовые трудности. У некоторых накопились огромные долги перед налогами, есть имущественные споры с банками. Также часть предприятий не работает из-за изношенности или отсутствия необходимого производственного оборудования, отсутствия лицензий, невостребованности их продукции на рынке и другое, сказал Кабир. С 30 августа этого года после более чем двухлетнего перерыва возобновятся движения пассажирских поездов по маршруту Таджикистан-Россия-Таджикистан. Анвар Латифзода, представитель Таджикской железной дороги, подтвердил возобновление движения пассажирских поездов между двумя странами и добавил, что это решение было принято в рамках визита главы ТЖД в Россию и его встречи с руководством российских железных дорог. Он воздержался от более подробной информации по этому вопросу, в том числе о времени и условиях движения поездов, и сказал, что более конкретную информацию сообщит позже. Между тем, российские СМИ уже публикуют график движения поездов. Все условия, которые были выдвинуты Международным валютным фондом для возобновления финансовой поддержки в рамках программы «Ускоренный кредитный механизм», мы выполнили, сообщил об этом зампред Национального банка Таджикистана Фирдавс Талибзода на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что за последнее время данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями МВФ, в том числе во время последней миссии фонда в республику в июне этого года. Замглавы Нацбанка выразил надежду, что данный вопрос будет решен в ближайшем будущем. Правительство Таджикистана поручило соответствующим ведомствам республики ускорить процесс согласования и привлечения кредита МВФ. Данный вопрос является одним из пунктов антикризисной программы правительства Республики Таджикистан, которая была принята в марте этого года. На заводе УЗ Auto Motors в узбекской Осаке началось производство нового кроссовера Chevrolet Tracker. Как сообщил автопроизводитель, модель выпускает по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов. На первом этапе в Узбекистане будут выпускать примерно по 80 тысяч трекеров в год, а продавать их планируется в 3 основных комплектациях. Chevrolet Tracker нового поколения построен на модульной платформе Global Emerging Markets, разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Завод в Осаке стал третьей площадкой, где локализовано его производство. Раннюю сборку трекера наладили в Бразилии и Китае. Изначально же предполагалось, что кроссоверы узбекской сборки будут поставляться на российский рынок, но их судьбу в итоге предрешил санкции против России, введенные властями США прошлой весной.